Татарстан продолжает заботиться о военнослужащих, призванных из нашей республики, добровольцах, контрактниках, мобилизованных. Эта задача поставлена президентом России, и республика ее выполняет на все 100%. Постоянным потоком идут гуманитарные грузы и специальное снаряжение, оборудование для защиты и ведения боя. Летом исполнился год со дня образования добровольческих батальонов «Алга» и «Тимир». Начиная с октября, годовщину пребывания на территории проведения специальной военной операции отмечают военнослужащие полков мобилизованных. Наши коллеги Зуфар Давлетшин и Булат Абдульманов в очередной раз вернулись из трудной и опасной командировки в зону боевых действий. Сегодня мы начинаем очередную серию репортажей с рубежей, где воюют наши ребята. Надписи на украинском языке военнослужащих из Татарстана нисколько не смущают. Внимание, говорят, даже не привлекают. Одно из немногих помещений в приличном виде, в котором пришлось побывать бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Бывают довольно грубые помещения, окопы, непосредственно укрепления, бетонка, разрушенные строения, ломаные дороги, ограждения. Это все маленько гнетуще, потому что, в принципе, область отстает в развитии от России, так брать, лет на 20, исходя из того, что здесь ничего, в принципе, не делать, особенно касательно дорог. Очень быстро построили новые дороги. Ну, то есть местные довольно рады, приветливы. Все весьма, опять же, позитивно. То есть на контакт они выходят, никогда не сопротивляются как-то. И всегда мы с ними взаимодействуем, помогаем, чем можем. То есть продуктами можем помочь. Не раз в школу завозили продукты, детский садик, церковь, мечети завозили. Здесь открылась мечеть недавно в Новотроицком районе. Военнослужащий с позывным «Принц» из Казани работал менеджером в одном из кафе. Здесь служит в ремонтной роте. Он среди награжденных. Приятно очень. Когда узнал, что будешь награжден? На днях буквально. То есть я вот сегодня был начальником караульной службы, вот мне буквально там сказали ночью, я сутки не спал, что приехал. То есть, на позитиве. Приятное чувство. Потому что Родина тебя помнит, она тебя не забыла. Все на связи. Даже и далеко от нее находясь. То есть, вот, что я могу только случаем воспользоваться, передать привет своей матери, Алине Александровне, своему брату, Скару. Указ Раисы Республики Татарстан о награждении медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан, за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. В этом полку к государственной награде, медалям ордена за заслуги перед Республикой Татарстан, были представлены 8 человек. Еще 20 направлены благодарности Раиса Республики. Спасибо всем, хотели передать вам и наши земляки за ваше мужество, отвагу, за вашу работу, тяжелую армейскую работу, которую вы выполняете. Его позывной «Лис», командир взвода, он из Бугульмы, занимался там дымоходами. Первая государственная награда. Узнал о ней утром, в день награждения. До этого у меня была благодарность от армии, а такая награда у меня впервые в жизни. Огромная благодарность Раису Республики Татарстан, то, что не забывает нас, то, что так высоко ценит наш труд. Полк мобилизованных расположен в Херсонской области. Собрать всех, кому мы привезли награды и поощрения, в одном месте в одно время не удалось. Многие в это время были на задании. А на вопрос, что запомнилось с января этого года, подробности особо не вдаются. Все больше о погоде и боевом братстве говорят. Нас привезли сюда в начале января. Мы увидели зеленую траву, скажем так. Для наших широт это дикость. Живем мы дружно. Я вам больше скажу, у меня во взводе самому молодому 20 лет. Есть такие. То есть некоторые континенты уже мне как бы в сыновья годятся. Нормально уживаемся. Все понимаем, для чего мы здесь. Взаимное уважение. Уже как бы понимаем свои возможности, кто что может. Может, к примеру, жизнь спасти санинструктор из Бавлов. Учился в Бугульминском медучилище, потом 2 года служил по контракту и в рамках частичной мобилизации оказался в этих краях. Это не первая награда. Была награда за доблесть 2-й степени, за вовремя доставленных больных, раненых, вот, что никому не даю здесь, так скажем, погибнуть. И бывают такие случаи, то, что жизнь висит на волоске. Вот. Но никуда не деться,
надо спасать, надо довести, успеть вовремя привести. Самый сложный случай – это, наверное, когда были ранения на все конечности, но благо то, что здесь ходим все в бронежилетах, жизненно важные органы как бы сохраняются, и за счет этого можно с вероятностью 90% довести раненых. Есть рядом верные товарищи, которые могут поддержать себя в любой момент, независимо от национальности, языков. Все понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда, то есть царит такая дружеская атмосфера. И я еще надеюсь, что на гражданке эта мужская дружба будет продолжаться. Хочу самым первым выразить благодарность своим родителям за то, что меня воспитали вот таким, какой я есть. Благодаря ним только я добился вот всего того, что сейчас имею. Также хочу выразить огромную благодарность своим преподавателям. Учился я в Бугульминском медицинском училище. Еще хочу выразить огромную благодарность людям, которые занимаются гуманитарной помощью, потому что земляки не забывают. С города Бугульмы и Бугульминского района пришло очень много полезных вещей, скажем так, запчастей, одежды, которые нам так необходимы в данный момент. Огромное спасибо, что не забываете. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов. 7 дней. Херсонская область.